Добрый день, ребята. Итак, третий класс, русский язык, урок номер 65 в походе. Итак, сегодня на уроке ты сможешь описывать события аудиовизуального материала, сопоставлять жизненные ситуации. Пишем красиво. Семейная традиция. Упражнение номер 1. Рассмотри картинку, послушай рассказ мальчика, о чем он. Поход на природу – наша семейная традиция. В воскресенье мы всей семьей собрались в горы, сложили в рюкзаки палатку, продукты, сели в машину и отправились в поход. У подножия горы установили палатку. Мы с сестрой натаскали сухих веток, а папа развел костер. Мы играли в волейбол, сидели у большого костра, пели песни и рассказывали смешные истории. Мы отлично провели время, а главное, все вместе вечером веселые вернулись домой. Итак, семейная традиция отбасылых дәстүр. Данный рассказ о семейной традиции, о походе в горы. В нем говорится, как семья проводит время вместе, собираются, устанавливают палатку, играют, поют у костра и рассказывают истории. Вопросы. А как ты проводишь свободное время? Я люблю проводить свободное время с семьей, гулять в парке, читать книги или играть в настольные игры. Иногда мы вместе смотрим фильмы или ездим на природу. Второе. Есть ли в твоей семье традиция отдыхать вместе? Да, в нашей семье есть такая традиция. Каждое лето мы выезжаем на пикник или в поход. Мы жарим шашлыки, играем в мяч и просто отдыхаем на свежем воздухе. Итак, упражнение номер 2. Выпиши из текста слова, действия и распредели их по абзацу. Что делали? Играли, сидели, пели, рассказывали. Что сделали? Собрались, сложили, установили. Также можно что сделал? Развел. Что сделали? Отправились. Выпишите из текста слова с предлогами, составьте с ними предложение по образцу. Слова с предлогами: в воскресенье, в поход, у подножья, с сестрой, в машину, в горы. Пример. В воскресенье мы поехали на природу. Мы пошли в поход всей семьей. У подножия горы мы установили палатку. Я играл в волейбол с сестрой. Рассмотри картинку. Куда идут ребята? Как ты догадался? Ребята идут в поход. Об этом говорят их рюкзаки, спортивная одежда, бодрый шаг и лесной пейзаж. Упражнение номер 5. Прочитай, выбери правильный вариант ответа. Что такое поход? Поход – это дальняя прогулка на природу. Второе. Что такое активный отдых на природе? Вариант Г. Это пешеходные, лыжные, велосипедные путешествия, туристические походы. Третье. Какие правила безопасности в походе нужно соблюдать? Вариант Б. Первое правило – соблюдать дисциплину. Второе – соблюдать режим питания и питьевой режим. Четвертое. Что такое режим питания? Вариант В. Нужно принимать пищу в определенное время. Пятое. Что такое питьевой режим? Пить только питьевую воду, не пить сырую воду. Упражнение 6. Представь себе, что твой старший брат с друзьями собирается в поход. Рассмотри постер, назови вещи, которые он взял бы с собой в поход. Запиши их названия, составь с ними 2-3 предложения. Итак, название вещей: фонарик, веревка, термос, плащ, аптечка, карта, компас, кружка, спальный мешок, зубная паста, спички, казан, котелок, носки теплые.
Итак, предложение. В поход нужно взять нужно взять фонарик, аптечку и компас. Если пойдет дождь, пригодится плащ. Чтобы не потеряться, возьмем карту. Запиши отрывок из стихотворения Сухарева «Поход», подчеркни слова предметы. Поход. Я вчера ходил в поход, кашу съел и бутерброд. Я сложил в рюкзак игрушки, мячик, удочку, подушку, взял продукты на неделю, книжку папину, гантелю, кружку, ложки, котелок, а поднять рюкзак не смог. Итак, слова предметы: кашу, бутерброд, игрушки, мячик, удочку, подушку, продукты, книжку, гантелю, кружку, ложку, котелок, рюкзак. Ребята, не забывайте подписываться, писать комментарии, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч!